Почти 200 журналистов из 92 СМИ. На возможность подойти к микрофону, разумеется, все не рассчитывали, но многие приготовились задать свой вопрос. Заняв место перед прессой, глава государства уже наверняка предполагал, о чем его спросят. Президент Мурза, на бугачение коррупциями грюшты, Азаттык радиосу, Клоп порталы. Наше радио «Азаттык» опубликовало несколько расследований по коррупции. Много фактов предоставили. Все документы передали в ГКНБ. Но вы по данному вопросу снова говорите «дайте факты». Может, я сейчас передам все документы вам лично? Вы говорите, что проводите судебную реформу, но до сих пор в обществе говорится, что она проводится не на должном уровне. Иск Матраимовых за день рассмотрели в отношении 3 СМИ и приняли решение об аресте. И другой пример – судебные действия по Насербеку Алмаматову. Борьба с коррупцией – это всегда сложно. Что касается таможенной отрасли, то это не только в нашей стране, во многих странах. Потому что это сфера, которая приносит доходы. Там большие деньги, говорю открыто. Я пытаюсь призывать к порядку. С момента независимости данная сфера действительно находилась под пристальным вниманием людей, которые действуют путем коррупции. Есть мнение, что у каждого президента есть свой кошелек. Но мое мнение, чтобы ни у кого не было кошельков. Уже 2 года прошло моего президентского срока. Но я хочу после этого ходить среди народа с высоко поднятой головой. Моя задача, чтобы полностью исключить коррупционные явления. Вот вы же говорите о Раиме Матраимове. Коррупционеров в таможне очень много было всегда. Все люди знают, видят, как богато они живут. Потому наш народ ненавидит коррупцию. По Матраимову следует сказать, что до того, как я вступил в должность президента, политические технологи сделали из Матраимова коррупционера и захотели связать с моим именем. Сейчас я и сам очень заинтересован в данном вопросе. Митинг был по данному вопросу. И сегодня при ГКНБ следственная группа работает. И даны поручения. Нужно время, чтобы разобраться во всех этих переплетениях. По всем фактам правоохранительные органы работают. Если есть дополнительные факты, дайте их. Все, что вы говорите, надо юридически подтвердить. Нельзя просто посадить, исходя из того, что кто-то про кого-то сказал. У нас же не 37-й год. Следствие идет. И в настоящее время уже 2 депутата приходили на допросы. Матраимов, Айтматова. Каждый должен обозначить свою позицию. В другие страны отправлены запросы для проверки информации об имуществе. Хочу еще раз сказать, что именно поэтому я хочу цифровизировать эту сферу. За 28 лет независимости никто не пытался сделать это, потому что заинтересованы были, скорее всего, и президенты. Коррупция там, где есть человеческий фактор, а значит, работа по цифровизации будет продолжаться. При этом глава государства поспешил заверить журналистов, что нет никаких оснований говорить о каких-либо репрессиях. Если к кому-то правоохранительные органы имеют вопросы, они их задают. И борьба идет против коррупционеров не выборочно. Ведь кроме дела по ТЭЦ выявлены коррупционные явления и со стороны работников Генпрокуратуры и судов. Да. По судебной реформе вы говорите нет результата. Это сложная реформа. И здесь было противостояние. Были те, кто против. Нас убеждали, что если мы внедрим наше предложение, то судебная система будет парализована. Но экспертная группа реализовала все идеи. Недоработки сегодня дорабатываем. Депутаты приводят в соответствие законы. Надо понять, что прежняя судебная система позволяла чувствовать безнаказанность. Теперь суды работают под прицелом видеокамер. Но, конечно, нужно, чтобы судья сердцем и умом понимал ответственность, чтобы он был заинтересован в этой реформе, понимал, что это нужно самому судье. Это позволит ему обезопасить себя. Я уже говорил по ситуации с Алмаматовым. Наши сотрудники антикоррупционных органов провели такую работу. Это не просто отследить, провести операцию по выявлению такой серьезной коррупционной схемы. Сколько человек работали? Его же не просто задержали, а теперь его снова ищут. В начале года с генпрокурором встречусь и получу ответ по этому делу. Тема свободы слова сегодня вышла за пределы классического понимания. Притеснения в последнее время случились разноплановые, отметили журналисты. С одной стороны, DDoS-атаки на ряд информационных сайтов, с другой – давление на СМИ посредством судебных исков. Такие атаки совершаются не только у нас, но и в более развитых в этом плане странах. Как вы знаете, конфиденциальная информация утекла из базы данных ГРС. Мы должны принимать меры по недопущению таких ситуаций. У нас разработана стратегия по кибербезопасности. Ранее ее не было. По судебному иску Матраимова я могу сказать только, что обращаться в судебные органы, отстаивать свою правоту или обвинение в свой адрес – право каждого человека. На мой взгляд, можно было истребовать меньшую сумму. Дополняя весь спектр вопросов на тему расследования Азаттык, журналисты попросили главу государства еще раз прояснить его отношения с теперь небезызвестным бизнесменом Хабибулой Абдукадыром.
Сказать больше, чем уже сообщала моя пресс-служба, мне нечего. Но раз вы спрашиваете, отвечу. Приглашением и рассадкой гостей на инаугурации занималась пресс-служба прежнего главы государства. Но я с этим человеком знаком. Еще в то время, когда я был губернатором Ошской области, к нам приезжала делегация из Кызылсуйского округа СУАР, Китая. В числе разных бизнесменов был младший брат Хабибулы Абдукадыра. Вы сами отмечаете, что у нас мелкотоварное производство. Нам нужны инвесторы. Без них нам невозможно развивать крупные предприятия. Уже после состоялось наше знакомство с Хабибулой. Вместе с ним мы были на приеме у Алмазбека Атамбаева. Каких-либо других отношений у нас нет. Сегодня, насколько я знаю, он инвестирует в Узбекистан и Казахстан. Вопрос о предстоящих выборах также имел свой подтекст. Глава государства заверил журналистов в том, что теперь он вне каких-либо партий и политических течений. И предложил оставить этот вопрос для граждан. Никакой поддержки никому оказывать не собирается, как и препятствовать намерению баллотироваться. 6-й созыв Жогорку Кенеши заканчивает свою работу. И мы все понимаем, что после новогодних праздников в стране фактически стартует новая предвыборная кампания. И вы уже говорили со своим младшим братом Асилбеком Шариповичем, сватом, о том, что, наверное, не надо им идти на выборы в 7-й созыв, чтобы рикошетом критика опять не коснулась вас. Это отдадим выбор народу. Это выбор народа. Я не буду туда вмешиваться, если вы правильно поймете, да? Брат, сват, на выборы, да. Но каждый человек, он сам решает. Я еще по этому вопросу не говорил. Это будет их решение. Я ни одного человека не могу заставить его конституционные права нарушать и говорить, ты иди на выборы, ты иди. Они сами будут решать. «Кактус». Здравствуйте. Господин президент, скажите, пожалуйста, вас, как человека и как главу государства, не тяготит ли ситуация, сложившаяся вокруг бывшего президента и бывшего вашего сопартийца Алмазбека Атамбаева? И не боитесь ли вы, что он, как человек эмоциональный, может принять какие-то неординарные шаги? Да, конечно, мне тоже не безразлична его судьба. Мы были вместе с соратниками, вместе были в самые трудные годы для него, для меня, для нашей страны. 5-й год, 10-й год мы тоже вместе были. Я был в Аше, он был здесь. Мы вместе боролись с теми режимами, которых не воспринимал наш народ. Вопрос сразу нескольких изданий касался членства Кыргызстана в Евразес. Что оно дало нашей стране спустя 4 года? Не оказалось ли, что вступление в это объединение было неверным шагом? Мы правильно вступили в Евразийский экономический союз. Это было правильное решение. Это выверенное решение было. Кыргызстан от этого только выиграл. У нас не было. И было производство. Оно было предприятия, которые с большим экспортом выходили на внешние рынки, их было посчитать только пальцами. Не было. Само говорит, у нас даже не было лабораторий китайских ветеринарных. Мы не могли выйти своими силами на экспорт, дать сертификаты. Вот за 2 года 5 раз увеличили. На российский рынок идем. Это тоже с помощью Российской Федерации, с помощью Российского фонда, с помощью тех средств, которые мы аккумулируем и сейчас даем нашему малому и среднему бизнесу, чтобы они выходили на экспорт. Да, вы правильно сказали, у нас мелкотоварное производство, мы не можем дать большие объемы на экспорт. Иногда выходим малыми объемами. Мы хотим все это изменить. И над этим мы работаем. Мой вопрос будет касаться как раз мигрантов. По статистике, каждый 4-й наш гражданин в трудовой миграции. Одни попадают в тюрьмы. В этих странах уже более 90 детей были брошены их родителями-мигрантами. Наши соотечественники, случается, там и умирают. Кабмин выделяет на доставку груза 250 тысяч сомов. Но, может, есть необходимость уже вводить страхование жизни мигрантов? Миграция кетватат.
По мигрантам это очень сложный вопрос. В Турции 35 тысяч, в России 700 тысяч, в Европе 10 тысяч. Но мы должны обращать внимание на то, почему они там. Уезжают из отдаленных мест, приграничных районов. Там, где нет работы. Если бы там была переработка и производство, чтобы они могли зарабатывать дома. Потому мы должны направить наши усилия на то, чтобы создать условия для тех, кто еще здесь. Развивать средний и малый бизнес, чтобы помогать предпринимателям, нацеленным на экспорт. Смотрите, как работает Кыргызско-Российский фонд. Сейчас идет финансирование по низким кредитам, и они будут еще более долгосрочными. На эти и множество других вопросов Сооронбай Жээнбеков отвечал 3 часа с небольшим. Поднятых рук в зале было еще много, но глава государства решил напоследок дать слово, как он сам сказал, Аксакалу, который давно ждет в очереди, однако заданный вопрос оказался неожиданного характера. Мы видим ваше старание на этом посту. Нет, спасибо. У вас вопрос. Вопрос, вот я сейчас скажу. Однако считаем, что для решительных преобразований в нашей республике одного срока полномочий Не, спасибо. Не надо. Все, кончайте, не надо. Один срок хватит, все, кончайте. Болданда. Рахмат сіздерге. Рахмат. На этом президент решил больше не рисковать и закончил пресс-конференцию, пожелав всем счастливого Нового года. Елена Яковлева, Владимир Кулбалдеев, НТС.